Всем мира, друзья! Сегодня речь о последней казанской царице Сюембике – Алга. Браки играли роль геополитического фактора в отношениях между татарскими государствами. Чрезвычайно активны в брачной дипломатии были нагаи. Традиционные их связи с Казанским ханством, когда женитьба хана на дочери одного из ведущих нагайских аристократов выступала стабилизатором нагайско-казанских отношений. По воле событий самой знаменитой из нагайских жен казанских ханов стала Сюенбике, дочь нагайского бека Юсуфа. Исследователи обратили на нее внимание только после введения в научный оборот Кунцевичем казанской истории. Так Соловьев, описывая русско-казанские отношения в середине XVI века, упоминал Сюенбике только в связи с выдачей ее казанцами Ивану Грозному. Это связано с тем, что этот крупнейший представитель русской дореволюционной историографии в первую очередь опирался на материалы Никоновской летописи. Активное же изучение жизни и деятельности последней казанской царицы началось после Октябрьской революции и с подъемом национального движения в Татарстане. Касаясь Сюенбике, историк Худяков однозначно связывал ее с крымцами. Скабрезную версию казанской истории о ее любовной связи с Агланом Кочаком исследователь отметал решительно, считая ее вымыслом автора. По его мнению, при Сюенбике влияние крымцев еще более возросло, чем при Сафа-Гирее. Итак, вернемся к истории. Борьба за Казань в правлении Василия III увенчалась успехом. В 1532 году на Казанский престол возведен Джан-Али ибн Шейх Ауляр, брат Шаха Али, который до этого правил Касымовским царством в 1521-32 годах. В выборе его на Казанский престол не последнюю роль сыграли просьбы казанской знати прислать им его, а не Шаха Али. В ту пору ему было 16 лет. Противник его Сафа-Гирей бежал к своему тестю Мамаю в Ногайскую Орду. Отец Сюембике бей Юсуф – личность весьма примечательная. Среди остальных ногайских мирс он отличался религиозностью, культурно ориентировался на Бухару. Язык его грамот наполнен богословскими рассуждениями и крылатыми выражениями. Вероятно, будучи истовым мусульманином-суннитом, он являлся сторонником старых традиций и стремился сохранить Ногайскую Орду как повелителя Половецкой степи. Сюембике, возможно, была любимым ребенком в семье, а воспитание в атмосфере мавераннахрского благочестия и почтения к традициям, возможно, даже золотоордынским, сыграло свою роль в формировании общественных идеалов. По мнению Моисеевой, Сюембике на момент замужества за Джан-Али было не менее 12-13 лет. Первоначально нагаи поддерживали Джан-Али, но вскоре изменили свое к нему отношение. В отписке, охватывающей период весны-лета 1535 года, есть сообщение о перекочевке нагаев в начале июля в междуречье Волги и Яйка, связанной, возможно, с планируемой Астраханской кампанией. Юсуф кочевал близко к Казани с Мамаем. В то время у него находился человек дочери, сообщивший, что Яналей царь ее не любит. Тогда Юсуф послал к казанским князьям, чтобы Яналея царя с Казани сослали, а дочери его ему отдали. 25 сентября 1535 года Джан-Али убили, а на престол снова взошел Сафа-Гирей. Исследователи, рассматривавшие этот сюжет, отметили, что переворот стал следствием смерти Василия III и малолетства Ивана IV, а также тем, что Казань тяготилась русской опекой. После переворота сентября 1535 года Сюембике исчезла из источников до 1546 года. В казанской истории это объяснялось тем, что она якобы находилась у отца в Ногайской Орде и только в 1546 выдана замуж за Сафа-Гирея. Моисеева, однако, считала, что она оставалась в Казани. После изгнания 1531 года Сафа-Гирей, как известно, с недоверием относился к казанской знати, и во время русского похода в 1545 года начались репрессии. Это возмутило казанских беков, и в Казани состоялся очередной переворот. Окружившие хана крымцы оказались частью побиты, частью изгнаны, а сам Сафа-Гирей остался в Казани на положении заложника. Крыму, как известно, в то время было не до Казани. В то же время нагаи и русские перерезали пути возможных сношений Казани с Крымом. Наблюдалось стремление к координации действий
на предупреждение Крымско-Казанского союза. В конце 1549 года Юсуф объявляет, что в Казани ему есть племя, что может говорить в пользу того, что наследником Сафа Гирея после внезапной смерти последнего в 1549 году признан его сын от Сюембике Утямыш Гирей. Ногайская родня Сюембике, тщательно взвесив шансы на победу обеих враждующих групп в Казани, видимо, учтя настроение некоторых казанцев, утверждавших «нам, где без Москвы нельзя быть», и видя, что перспектива воцарения шаха Али на Казанском престоле становится все более реальной, приняла энергичные меры к тому, чтобы Сюембике осталась у власти. Глава Ногайской орды Би-Юсуф предложил выдать Сюембике замуж за шаха Али. Самой Сюембике предстояло решить, на кого надежнее положиться – на ставленника Москвы шаха Али или на крымских выходцев, опоры покойного Сафа Гирея. Она имела все основания не доверять казанцам. Надежно ли будет царствование шаха Али, третье по счету? Но с другой стороны, крымская группировка выставляла своих претендентов на казанский престол, старших сыновей Сафа Гирея, живших в Крыму. Сюембике, видимо, нашла компромиссный вариант. Она приблизила к себе главу крымцев в Казани Аглана Кучака, дала ему все полномочия временного правителя и нашла опору в ханской гвардии, которая провозгласила казанским ханом Утямыш Гирея. Террор Кучака вызвал недовольство казанской знати. Почувствовав, что казанцы их предадут, Кучак со своим окружением спешно бежал. По пути крымцев перебили, а Кучак и несколько агланов и беков попали в плен и впоследствии за их жестокосердие казнены. После бегства Кучака Сюембике не оставалось ничего иного, как пойти на соглашение с Москвой путем брака с шахом Али. Правительство Сюембике обязалось признать шаха Али царем на Казани, чтобы он взял ее честной женою себе, не гордясь собой, с любовью, не яко горскую пленницу, но яко царицу любимую и прекрасную. Эта речь была люба царицы и всем вельможам, и всему народу казанскому. Позже, согласно версии автора казанской истории, шах Али решил изгнать Сюембике из Казани за то, что она якобы хотела его отравить. Вероятно, все это всего лишь плод буйной фантазии автора. Если судить по фактам, после падения Кучака казанская элита приняла решение выслать Сюембике с сыном от хана Сафа Гирея Утямыш Гиреем в Свияжск. 11 августа 1551 года на Казанском устье князь Петр Серебряный встречал пленную царицу. Вечером того же дня они уже находились в Свияжске. Утямыш Гирея сопровождали два сына Улана Кучака. 5 сентября 1551 года они все уже прибыли в Москву. Казанский период жизни Сюембике закончился московским пленом. Итак, правила Сюембике в Казани недолго, всего 2 года. Политические ветры сменились, и верх стала одерживать московская партия. Кучак пытался бежать, но был пойман. Царицу с малолетним сыном арестовали, отправив в почетный плен в Москву. В дальнейшем народная молва интерпретировала эти события по-своему. После взятия Казани русскими войсками Сюембике, якобы чтобы не сдаваться захватчикам, бросилась с башни, которая сегодня носит ее имя. На самом деле, как мы видели, ее везли в Москву еще в 1551 за год до падения столицы Казанского ханства. В начале 1952 года русские дипломаты сообщили в Ногайскую орду, что за отца его грубость они вывезли Утямыша из Казани, при этом Сюембике к нам же приехала. По словам русских дипломатов, шах Али не захотел держать ее у себя. Иван Грозный же пожаловал ее платьем и ествою. Также московские власти ей же кормить дали ее сына Утямыш Гирея. Особо подчеркивалось, что из-за грубости Сафа Гирея им в таком положении непригоже быть. Все эти объяснения были нацелены в первую очередь на Бея Нагаев Юсуфа и его сыновей. С мая 1552 года все усилия ногайской дипломатии сконцентрировались в стремлении вернуть Сюембике и Утямыш Гирея в Ногайскую орду. Возможно, Юсуф желал использовать дочь как козырь в борьбе за Казань. Также не исключено, что ему, как отцу, просто было жаль ее, ставшую заложницей политических интриг и изменчивых обстоятельств. Иван Грозный понимал, какой вред Москве может принести Сюембике, если ее отпустить к ногайской родне. Москве необходимо было удержать ее в поле зрения московского правительства. Для этого удобной формой отказа
послужило замужество Сюембике и Шахали. Дата смерти Сюембике – один из наиболее сложных и, по-видимому, окончательно неразрешимых вопросов. Вероятно, она умерла не ранее 1554 года. В Касымове, в мавзолее Шахали, обнаружен неизвестный надгробный камень. Возможно, под ним и захоронена казанская царица. Каково же было положение Сюембике в Казани и в Касымове, где она провела последние годы? После смерти хана Сафагирея Сюембике опиралась в Казани на улана Кучакан. Его бегство разрушило ее влияние. Казанская знать поспешила выдать неудобную фигуру московским властям. Ее вывезли в московское государство. Казанская политическая элита стремилась как можно быстрее избавиться от нее и ее сына, так как они ассоциировались с Крымом. Несмотря на ее ногайское происхождение, сказались связи с Кучаком, основным противником Москвы на внешнеполитической сцене в то время. Московские власти расценивали ее как пленного врага по той же причине. Кочевое окружение ханов, которое всегда после 1518 года было пришлым, и местная казанская знать воспринимали друг друга как чужаков. Отношения между ними были всегда напряженными. Это неудивительно. Основой конфликта между пришлым окружением царственной особы, потомка Чингисхана, и давно оседло живущей в Казани знати, являлась не только и не столько разница в образе жизни и привычках, сколько их цели, сильно отличавшиеся друг от друга. Если для местной элиты это было сохранение того, что она уже имела за собой, и в дальнейшем стабильность, то для пришедшего с ханом окружения важно было скорейшее обогащение за счет земли, что не могло не приводить к разному видению одних и тех же ситуаций. Положение Сюембике при шахе Али достоверно неизвестно. В казанской истории и грамотах Юсуфа оно рисуется как бедственное. Жила де Аки в темнице. Шах Али якобы казнил ее, нос ее срезал и поругание великое учинил, убил ее до смерти. Это не соответствовало действительности. Для успокоения волнующейся ногайской родни русское правительство отправило в Касымов гонца Пахомова с грамотой к Шах Али. В послании касымовскому хану рекомендовалось допустить к Сюембике послов сыновей Юсуфа, Юнуса и Али, а ей рекомендовать отправить к Юсуфу и матери послание от себя. В целом, видимо, она не бедствовала, но морально была сильно подавлена. Сюембике сыграла в истории позднезолотоордынского мира XVI века заметную роль. Для Казани она стала символом борьбы за независимость, несмотря на то, что ее степные симпатии шли вразрез с интересами казанской знати. Ее власть 1549-51 годов в значительной мере покоилась на саблях кочевников. На примере как личной, так и политической судьбы Сюембике можно сделать некоторые выводы о периоде, в который она жила и правила, о тенденциях, которые определяли жизненные векторы элиты средневекового татарского мира. В первой половине XVI века для государств-наследников Золотой Орды, русских княжеств, а также для сложившихся на их основе Московской Руси была характерна сложная система взаимоотношений, в которой доминирующей чертой их отношений была взаимозависимость. По сути, все государства, образовавшиеся в результате распада Улуса Джучи, жили как некий единый организм, только формально разделенный некоторыми границами. Сбои в каком-либо органе этого организма чувствовались и отзывались в других его местах. Поэтому важно было иметь какую-либо объединительную нить, которая бы соединяла все воедино. Такой нитью часто выступали династические союзы. Браки на дочерях ногайских мирс имели действенное внешнеполитическое влияние и являлись стабилизирующим фактором на пространстве Золотой Орды и после ее распада. Женщины, символизирующие землю, были той нитью, которой связывали людей и государство воедино. Сюембике связывала с собой как Ногайскую Орду, откуда она была родом, так и ее родные Казанские и Касымовские ханства, а также и Московскую Русь, с которой у нее, скорее всего, были связаны не самые лучшие воспоминания. Личная жизнь этой женщины в свернутом виде содержит в себе историю всего татарского средневекового мира, которая была далеко не однозначной. В ней были и интриги, и желание удержать власть любой ценой, и разнообразные коалиции, как друг с другом, так и с иноверцами, и любовь, и ненависть, и предательство, и плен, и
жизнь вдали от родины. Судьба казанской, а позже касымовской царицы явилась ярким отражением всего вышеперечисленного. Нам трудно судить, была ли эта судьба счастливой, скорее всего, она являлась примером служения своему народу. Сюембике пожертвовала личным счастьем ради счастья других. Этот личностный путь, как и другие, имеет право на существование. Подтверждением этого факта служит как многочисленные легенды о казанской царице, до сих пор витающие в умах татарского народа, так и архитектурная башня в Казани, названная по имени казанской царицы. Друзья, как всегда, пишите в комментариях свои мнения и отзывы, ставьте мощные лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал и знакомьтесь с историей вместе с нами. Ассаламу алейкум, сау булагас и до новых встреч. Пока.